Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская республика». В студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Учеба без границ. В образовательные учреждения передаются 27 умных телевизоров и новая школьная мебель. Школьники Горного района получили современную технику от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Вершина мастерства. Это масштабная цель, она требует тщательной подготовки. Я хочу стать победителем всероссийского конкурса «Учитель года». Расскажем об учительнице Иман Эдельхановой, которая покорила федеральный телеэкран. Классика оживает. Я очень рад о том, что наши дети здесь, им нравятся спектакли, им хорошо. В театре имени Ханпаши Нурадилова показали спектакль «Хрустальная туфелька» для юных зрителей из Палестины. Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир во время отдыха в этнографическом комплексе высокогорья Щеребина. В присутствии соратников глава опроверг очередные слухи о здоровье, активно распространяемые украинскими спецслужбами, которые на этот раз уже провокаторы писали на страницу в соцсети командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Замида Чалаева. Порой эти фейки достигают абсурдного уровня, включая сообщения об отказе почек или госпитализации. Эфир проходил в завораживающей атмосфере высокогорья. Чистый воздух, прекрасный пейзаж, звуки костра и снег создавали живописный фон. Вы в прямой эфире аду? Ох ты. Бена в прямой эфире. Самое главное — погода. Самое главное — погода и шикарно. Ну да, маш, новогодний выходной штамуду или выходной шкала глина. Выходной ханюш, можно мою выходной. Мы была мы дальше, не я буду. Сагара было, что выходной, куда дальше больничка. Где хабби бас? Я здесь сейчас без места достать, вот это. Сейчас мог больше, что не больше, сонно. Все оля очень сильно легко. 나도 참 나대도 참 하도 뭐가 참 아대들도 호고 두신 하던데 렉터 다친다 뭐 나대지 왜 이치리오 참 렉터인데 왜 페이프를 하는 사이고 Отдышь, да, где-то. Области фантазии даже. 이렇게 반드셔서 이 앞으로다 이스무스는 디렉터서 신호 야자 와 이동 신호 어디서 앞으로다 Да, удобство. Я мимо там интернет حاجم عادي زي عوش بني زي أروش وات فوتش طياق أنت هي كم زاوش بني زي عوش طبعا تيت سهولة شيء تأخذ ده ما بيجي صعب سهول دين وش بس ما صار أوكي وانا دول وانا عمود شو بقى عودت ما لا ده طبعا حضرتك ميلا شو تحكي المرة ولا ده تقوى بيعاد وده هو ده ده جالس ده ده ich habe auch schon schwer, und damals ist ja auch der Jude aber der ist auch der auch schon die aber muss auch schon schwarz und das mal da aber jetzt da ja auch bin ja fett sehr ja da auch die halbe wir noch schon was durch und viel da ist nicht ja was habt ihr über Verlauf da hat die ist ja jetzt noch короче соқе дуби бошлочен Надо это духу яд без шаши почек дал рербо яд без шпацен шех почешни 26 год ду обенаду Schülbenaду мех дау ой бено там дау бег везибу хокка Hayo şamayo elhamdülillah molku merşidu Hoş bulduk. Lama ya, sen ilk 13 var.
ديت هم ديت مدة هواوان بيبوي تأيد عدل التزداني تعيد أسبوع تنتهم شيء غير تنكر مدويهم حراعش أعمل أو خذ موست عدل الجيل. خلينا بوزا ونقول صوت وبوش كين وجه يجلس بوش تاخم تعدين إلى يخلونا قد كتعل تعاون لوج وينتي عشتانو وزي تعيش كتعل عليه وزعم سبيد وزبيشن دون والله يا سبوش شلون عدل ثانس. لكن لوش ما بعرف لجوت لوش ما بعرف دون بوش عارف بوش ما يسلو أصلا وجه لوش ما وصل دون نيت ما وصل يلا دون شو دي بطل ده؟ تاكتو شيء بوتش شيء نيت قول عايز بقى وزر بين حلبة نقطة أخ ما تصير الله أكبر. دال صندوق وخدال عاش ورا. Современные смарт-телевизоры поступили во все школы Веденского района от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Это даст детям больше возможностей для обучения и развития. Далее Линда Джамалдинова. Такое обновление повысит качество обучения. В образовательные учреждения передаются 27 умных телевизоров и новая школьная мебель для 28 школ района. Поставка охватывает практически все учебные заведения и направлена на создание более комфортной и технологичной образовательной среды. Первая Веденская школа стала площадкой для диалога между руководством Министерства образования и науки региона и педагогическим сообществом. Здесь собрались директора всех образовательных учреждений района, чтобы забрать новую технику и мебель. Телевизоры будут использоваться на уроках для показа учебных материалов и наглядных пособий. Aslında taşkola dok metkşu odinana ostaldina taqdeleres khil dalshen dohdol и üç bolğir sıxılç şebol jigar baqa şebol mel tadatورne xalayt çoğu da otsumno şey dig mel çuman ir dal sağyıl çiriş her bagdek alj juhra dat duqa odina duqa hum yahsh lushyu maswa фонд президент Айманин ديل رئيس الأردن مخدين رمضان سان مسان مصومن دال أكتوب ويلسير دال مقشلل ويلسان دال دقبة. В рамках объявленного главой Чеченской Республики Года развития горных районов в сфере образования ведется активная работа. В этом году капитальный ремонт запланирован в 2 школах Веденского района. Отдельное внимание уделяет подготовке к предстоящим выборам руководителя субъектов. Образовательные учреждения, где будут располагаться избирательные участки, приведут в соответствующее состояние. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова постоянно оказывает нам соответствующую поддержку. Сегодня требования федерального государственного образовательного стандарта и выполнение тех основополагающих главных требований к образовательному процессу без использования интерактивного оборудования трудно представляется вообще в понимании. Поэтому мы сегодня от регионального общественного фонда передаем большую партию современных смарт-телевизоров, которые сегодня заменяют привычные старые вот эти полотна проекторные. Конечно же, здесь небольшая, но партия ученической мебели. Пользуясь случаем, выражаю благодарность нашему уважаемому главе Рамзану Ахматовичу за постоянную поддержку, помощь системе образования. Конечно же, без поддержки, опять-таки повторюсь, регионального общественного фонда имени нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, которая во главе с Аймай Нисиной нам оказывает. Мы этим гордимся, мы этим восхищаемся. И, конечно, благодаря этой поддержке сегодня выстраивается, модернизируется, улучшается постоянно условия оказания образовательной функции. Поставка оборудования осуществляется за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и охватит все школы региона. Ранее аналогичные смарт-телевизоры были переданы образовательным организациям Шелковского муниципального района. Линда Джамалдинова, Джабраил Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Классическая история Золушки предстала по-новому для юных телезрителей под названием «Энгли Мачи» и ожила на чеченском языке. А для гостей из Палестины работал синхронный перевод на арабском. Как это было, смотрите в нашем следующем сюжете.
Сказка Шарля Перро «Золушка» – это произведение, известное всем из детства. В театре имени Хампаши Нурадилова ее поставили в рамках спектакля «Ангалин Мач», что переводится как «Хрустальная туфелька». Актеры играют на чеченском языке. В качестве зрителей присутствуют дети семей, прибывшие из Палестины. Они были специально приглашены. Показ велся синхронным переводом на арабский язык, чтобы насладиться могли все присутствующие. По сюжету Золушка занимается тяжелой работой по дому, пока сводные сестры с их мамой насмехаются. Но все меняется после того, как король приглашает всех на бал, чтобы найти принцу невесту, куда несчастная девушка не может попасть, но получает поддержку. После отъезда мачехи и сестер Золушку навещает фея. Она превращает ее старую одежду в роскошное платье, при этом дарит красивые туфельки. Так она смогла посетить королевский бал. Там все очарованы ее красотой, и внимание приковано исключительно ей. Юным зрителям, судя по отзывам, очень понравилось выступление костюмированных персонажей. Мне сказка очень понравилась. Все такие красивые и замечательные. Было интересно. Спасибо за подаренное настроение. Буду рада прийти снова. Я посещаю театр не в первый раз. Кроме того, представители палестинской общины в Субъекте отметили, что им нравится радость на лицах детей. Ведь многим из них пришлось увидеть много несчастных моментов, прежде чем у них началась новая счастливая жизнь. Мне, конечно, очень нравится, что я вижу улыбка на лице наших детей, которые они очень много страдали в течение этих 2 лет. Они приехали с войны, никаких мероприятий не было. Стараемся, что ехать с нашими детьми, объяснить им, что жизнь она будет продолжаться. Нам очень приятно видеть наших детей улыбаются, они уже ушли от атмосферы войны и смерти и так далее. Я очень рад о том, что наши дети здесь, им нравятся спектакли, им хорошо. Все заканчивается свадьбой принца и Золушки. Игра актеров была очень насыщенной. Сюжет полностью соответствует оригинальному произведению. Стоит отметить, что костюмы и декорации помогли погрузить зрителей под приятные впечатления от просмотра до самого конца спектакля. Торпа, Лолита Айсумов, Джабраил Хаджиев и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Учитель химии из Грозного Иман Эделиханова победила во всероссийском проекте «Классная тема». Единственная из Чеченской Республики, которая дошла до финала и выиграла. О пути к триумфу расскажет Рабиат Гайтиева. Столичная школа номер 7. Именно тут 1,5 года назад Иман Эделиханова начала свой путь преподавателя химии. И за такой короткий срок ей удалось подготовить своих первых 9-классников к блестящей сдаче ОГЭ. А самое главное – зажечь в них искру интереса к науке, которая многим казалась скучной и слишком сложной. Иман Хасабековна – удивительный учитель, мой учитель. Она преподает химию в 7-й школе. Я считаю, это невероятный человек, она прекрасно знает свой предмет, и я очень уважаю этого человека и ее знания. Ее авторский стиль, сочетание глубокого знания предмета, наглядности и искренней увлеченности и привел молодого педагога из Грозного на федеральный телевизионный конкурс «Классная тема». Она для меня очень нереальный и хороший учитель, она очень умная и знает подход к своему делу. Особенный учитель, который учитывает мнение своих учеников, которому не все равно на нас. И она подбирает индивидуальные занятия, планы для своих учеников, так, чтобы даже двоечники могли получить 5. Она первый учитель Чеченской Республики, который смог пройти до полуфинала и также стать победителем в нереально крутой программе «Классная тема». И также Иман Хасабековна каждый раз все больше и больше влюбляет в нас всех в химию. Для меня Иман Хасабековна – это учитель будущего. Всероссийский проект «Классная тема» реализуется по поручению президента России, Министерством просвещения Российской Федерации совместно с телеканалом «Россия». Из 1000 талантливых педагогов со всей страны в финал вышли лишь 7. Иман Эделиханова вошла в их число в составе команды учителя. Наш вариант ответа жидкости разных цветов. Там используется индикатор, который как раз-таки дает этот цвет. И мне кажется, что если прилить щелочь, там будут разные цвета. Команда учителей дала правильный ответ. Поздравляю вас. Отлично. Хорошая работа. Молодец. В напряженном финальном состязании педагоги противостояли команде известных артистов и телеведущих. Победа в 4-м сезоне со счетом 26-21 стала результатом блестящих знаний, настоящей совместной работы и креативности. По итогам финала, помимо памятной награды, Иман Эделиханова
Дильханова получила возможность создать цикл авторских образовательных программ на одном из федеральных телеканалов ВГТРК, который она собирается реализовать уже в скором времени. За победой в телепрограмме титаническая работа не на виду. Так как конкурс в этом году впервые поменял свой обычный формат, никто не знал, чего ожидать от финала этого сезона. Поэтому Иман готовилась к нему особенно усердно. Было очень интересно, познавательно, очень было интерактивно, скажем так. В родной школе все были очень рады моей победе. По сей день ко мне поступают поздравления. Дети гордятся мной безумно. Учителя тоже проявляют вот эту поддержку, заботу. Я уже давно задалась определенной целью. Это масштабная цель. Она требует тщательной подготовки. Я хочу стать победителем всероссийского конкурса «Учитель года». Для этого нужен педагогический стаж и нужны определенные навыки, нарративы, идеи. И я вот над этим как раз-таки и работаю. Вот участвуя в конкурсах профессионального мастерства, я как раз-таки набираюсь опыта у своих блестящих коллег. Для коллег ее триумф на федеральном канале стал закономерностью и общей гордостью. Они с самого первого дня были уверены, что молодой педагог вернется в стены школы с заслуженной победой. В том, что Иман преуспеет в этом конкурсе, мы были в этом, скажем так, уверены. И, конечно же, ее победа стала для нас приятной, такой ожидаемой новостью. Так, на сегодняшний день образование в Чеченской Республике развивается благодаря молодым преподавателям. Именно их энергия и новые подходы делают школы республики современными пространствами для учеников. А подобные федеральные программы – стимул для развития молодых педагогов. Рабиат Гайтиева, Магомед Басаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном атлеты со всего Северного Кавказа показали силу, технику и скорость на первенстве округа по вольной борьбе до 16 лет. На нескольких коврах одновременно прошли схватки в 12 весовых категориях. С подробностями выступления юных спортсменов с места событий ознакомит Торпал Али Тайсумов. На стартовавшем в Грозном первенстве Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет принимают участие молодые ребята из разных южных уголков страны. В Центре спортивной борьбы имени Буайсера Сайтиева одновременно проходят спарринги на нескольких коврах, чтобы выступить могли все заявленные. Огромное количество участников – это большая конкуренция среди самых мастеровитых. Каждая схватка словно финал, судя по стремлению соперников забрать драгоценные баллы. Борцы соревнуются в 12 весовых категориях. Всего на турнире принимают участие около 400 человек. Перед тем, как приехать сюда, участники прошли региональные этапы в своих субъектах. Как отметил старший тренер юношеской сборной Чеченской Республики Ибрагим Хамзаев, подготовка нашей команды шла интенсивно. С 28 декабря по 9 января подготовка. Первое первенство СКФО. Все наши хорошие ребята, которые отобрались на первенство СКФО, они готовились. Прошли объемный процесс работы, сделали учебно-тренировочные схватки. В общем, хорошо готовы ребята. Огрез, Бунтяльч, Дагестанир, Кабардар, Осетир, Масан, Хабах, Ахтадукуза. Да, хок спорткомплекс, гостиницу, столовую, цанамети, барбиш, батюш, коиш, биха, сиха, ариан, соревнуешь, да, что это условия, сан мелла проблем, холхила. Акуза, алхамдулилла, шадик, дук эбирш, летчан. Проходы, захваты, броски и, как следствие, набранные очки. Многие заканчивали победу досрочно, набирая необходимое количество баллов. Зрители подбадривали выступающих. У многих из них здесь присутствуют друзья и родственники. Борьба выдалась красивой. Такую же красивую схватку показал Рамзан Хажмурадов. В очной встрече против Амирлана Кенетова он показал высокую технику и скорость. Благодаря этому по сумме баллов одержал победу. Турнир продлится до 16 января. За это время определятся победители и призеры крупного соревнования. Он является отборочным на первенство России по вольной борьбе среди юношей. Торпал Али Тайсумов, Алисхан Кацулов и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.